Открытие здания поисково-спасательного отряда в предгорной части республики имеет стратегическое значение. С каждым днем поток туристов в горную часть республики увеличивается, поэтому спасатели этого отряда могут молниеносно отреагировать на любое чрезвычайное происшествие. Девиз спасателей – предотвратить, спасти, оказать первую помощь. Здесь же на территории открылась пожарная часть. Всего в отряде будут проходить службу около 40 человек. Это спасатели пожарные. Ахмед Тачиев уже более 12 лет спасает людей, попавших в беду. Говорит, что ситуации бывают разные. И утопающего вытаскивал из воды, и на вершине горы приходилось оказывать помощь. Теперь же весь свой опыт готов применить здесь. Участвовали в многих чрезвычайных ситуациях, ликвидации, спасали людей из воды, с гор спасали людей. На ДТП мы ездили. Сейчас нам построили новое здание, там все оборудование, все есть у нас. В дальнейшем посмотрим, будут тут ходить туристы, будем им помогать. То, что мы сможем сделать для людей, мы сделаем. Большая делегация членов Совета Федерации России вместе с Юнусбеком Евкуровым прилетела на самолете МЧС. Здесь же у вертолетной площадки спасателей центра, многие из которых студенты пожарно-спасательного колледжа, продемонстрировали гостям свои навыки по ликвидации чрезвычайной ситуации. Подъем по штурмовой лестнице, спуск условно пострадавших. Также гости ознакомились с инновационным оборудованием и техническими возможностями центра. Вот беспилотник с видеокамерой на дистанционном управлении. Дальность полета 350 метров. Камера позволяет передать всю картинку происходящего прямо в сервисный центр. Отсюда мы можем передавать именно серию. Вот сейчас на данный момент у нас старший оперативный на связи, то есть он это все В честь открытия центра не обошлось без подарков от МЧС России. Паспорт на вертолетную площадку в ЦОРе и квадроцикл, работу которого проверил Юнусбек Евкуров. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров по-своему расшифровал знаменитую аббревиатуру МЧС. Мы честно служим России. И служба эта направлена в первую очередь на безопасность простого человека. Сегодня здесь, на Северном Кавказе, мы развиваем нашу мирную жизнь. Мы хотим, чтобы люди сюда приезжали и отдыхать, и заниматься спортом. А для этого необходима не только инфраструктура спортивная, инфраструктура гостиничная. Для этого нужна инфраструктура безопасности. И вот вы здесь, стоящие перед нами, на которых будет возложена эта задача, я уверен, справитесь с ней достойно. В своем выступлении глава региона отметил, что подобные центры позволяют решать самые серьезные задачи. В этом смысле Ингушетия находится на одном уровне с другими субъектами России. Участие в таком мероприятии, конечно, не обязывает вас всех. Вы и так нормально, хорошо служите, но еще больше ответственностью служите. От жителей республики сказать огромное спасибо руководству МЧС России за помощь, за поддержку, руководству регионального центра по Северному Кавказу, за все понимание, которое есть, и за такие масштабные, хорошие инфраструктурные проекты. Спасатели центра смогут в любую минуту прийти на помощь, в том числе и к тем туристам, которые будут отдыхать в горной части республики. Целенаправленно проводя политику нашего государства, Министерство по чрезвычайным ситуациям, по защите населения и территорий от любого риска. В данный момент идет бурное развитие Северного Кавказа, туризма, горнолыжных кластеров. После официального открытия гости осмотрели здание поисково-спасательного отряда. Спортзал, оснащенный современными тренажерами и оборудованием, зал заседаний и помещение оперативной дежурной смены, столовую, комнаты отдыха. Лучшие спасатели центра были награждены почетными медалями, в их числе и наш герой Ахмед Тачиев. Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Винус Цичоев, Новости 24.